Добрый день, уважаемые радиослушатели, уважаемые телезрители. Позвольте ознакомить вас со статистической информацией по ситуации с COVID-19 в Кыргызской Республике на 15 июля 2020 года. Из стационаров республики за сутки выписан 91 пациент с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19. Из них в городе Бишкек 41, в Чуйской области 19, в городе Ош 5, в Ошской области 6, в Нарынской области 11, в Высокульской области 2, в Джалабадской области 5, в Таласской области 1, в Баткенской области 1. При выписке результаты анализов на коронавирус у всех отрицательные. За сутки с диагнозом внебольничная пневмония с выздоровлением выписано 493 пациента. Всего из стационаров с диагнозом COVID-19 с выздоровлением выписано 3660 пациентов. С выздоровлением от внебольничной пневмонии всего выписано 3415 человек. Кроме того, из числа находящихся на самоизоляции дома выздоровели за сутки 228 человек. Всего выписано с выздоровлением 1654 человека. Общее количество выздоровевших с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19 составило 5314 человек. К великому нашему сожалению, конечно, мы были бы рады, если бы этого не произошло. К сожалению, в стационарах республики зарегистрирован один из случаев смерти от коронавирусной инфекции. Это пациенты с кыргызско-турецкой больницы, мужчина 63 лет. Городской клинической больницы номер 1 пациент, мужчина 64 лет. В республиканской инфекционной больнице пациентка, женщина 72 лет. В Национальном центре фтизиатрии мужчина 64 лет. В Жаирской территориальной больнице 2 пациента, это женщины 54 и 61 года. В Баткенской областной больнице 2 пациента, мужчины 49 лет и женщина 58 лет. На Акадской территориальной больнице 1 пациент, это женщина 53 лет, это медицинский работник. В Томской территориальной больнице 2 пациента, мужчина 58 лет и женщина 36 лет. И всего зарегистрировано 160 случаев смерти от COVID-19. Количество летальных случаев от внебольничной пневмонии составило 74 случая. На 15 июля 2020 года по республике зарегистрирован 439 новый подтвержденный случай COVID-19. В городе Бишкек 172 случая, в городе Ош 53 случая, в Чуйской области 70 случаев, в Высокульской области 14 случаев, в Ошской области 30 случаев, в Нарынской области 1 случай, в Баткенской области 66 случаев, в Джалабадской области 32 случая и в Таласской области 1 случай. Всего в Кыргызстане зарегистрировано 11 977 подтвержденных случаев инфицирования COVID-19. Из них в городе Бишкек 5454 случая, в городе Ош 1165, в Баткенской области 421, в Джалабадской области 714, в Высокульской области 382, в Нарынской области 654, в Ошской области 729, в Чуйской области 2122, в Таласской области 96, и среди прибывших из города Соль-Илецк было зарегистрировано 119 случаев, среди курсантов военнослужащих из Российской Федерации 100 случаев, и среди граждан, прибывших из Российской Федерации, был зарегистрирован 21 случай. Всего в Кыргызстане количество лиц внебольничной пневмонии составило 9204 случая. Среди медицинских работников за сутки зарегистрировано 105 новых случаев COVID-19. Из них в городе Бишкек 25, в городе Ош 19, в Чуйской области 13, в Ошской области 14, в Джалабадской области 5, в Высокульской области
8, в Баткенской области 21. Общее количество медицинских работников, зараженных COVID-19, составляет 1980 случаев, из которых за сутки выписано из стационаров с выздоровлением 6 медицинских работников. Всего по республике выписано с выздоровлением 576 медицинских работников. Из всех зарегистрированных положительных случаев 6323 составляют женщины, 5654 составляют мужчины. Среди новых случаев 263 это мужчины и 176 это мужчин. Женщины и 176 это мужчины. В стационарах республики с подтвержденным диагнозом COVID-19 находятся на стационарном лечении 645 пациентов. Из них в тяжелом состоянии 139, 18 из которых находятся на лечении в реанимационных отделениях. В состоянии средней тяжести 404 пациента и в удовлетворительном состоянии 102 пациента. Выписано 3660 пациентов, летальных исходов зарегистрировано 160. Для подтверждения диагноза COVID-19 в лабораториях страны проведено за последние сутки 3095 исследований. И хотела бы сегодня принести свои глубочайшие соболезнования всем родным и близким умерших от внебольничной пневмонии, от COVID-19. И если позволите, конечно же, я хотела бы принести самые глубокие соболезнования и сказать, что мы скорбим, светлая память нашим коллегам Келдибековой Айчурюк Каримбековне и Мурзабековой Адинай. Келдибекова Айчурюк Каримбековна работала главным врачом Центра профилактики заболеваний Государственного санитарно-эпидемиологического надзора Нокатского района, куда была назначена для стабилизации эпидемиологической ситуации с 1 мая 2020 года. Она была в возрасте 55 лет и всю свою жизнь посвятила работе для профилактики инфекционных заболеваний, была опытным эпидемиологом, любимой матерью, и в возрасте 55 лет она, работая на благо народа для стабилизации эпидемиологической ситуации в Волжской области, Нокатском районе, к сожалению, скончалась, и глубочайшее ей соболезнования, мы скорбим. И Мурзабекова Адина – это студентка 5-го курса Кыргызской государственной медицинской академии, факультета лечебное дело. Она находилась, была мобилизована по собственной инициативе в развернутом госпитале в отеле Discovery. Здесь она оказывала помощь всем нашим людям, обращавшимся в этот организованный госпиталь. 13 июля она почувствовала резкое ухудшение здоровья. Ей была оказана реанимационная помощь в течение 45 минут. И, к сожалению, 20 часов 45 минут ее не стало. От имени системы здравоохранения всей, от имени всех медицинских работников, от имени себя лично еще раз приносим глубочайшие соболезнования и хочу выразить благодарность родным и близким наших коллег за то, что они в такое трудное время выполняли свой долг. И также хочу призвать всех наших медицинских работников, которые сегодня могут работать и которые находятся в трудовых отпусках и которые находятся в отпусках без сохранения заработной платы. Если у вас есть возможность, если позволяет ваше здоровье, пожалуйста, приходите и поработайте, помогите нашему населению.